Так, сейчас у нас пока не вареники, а пока пирожочки. Ну, тесто замесили. Почему? Потому что рабочие думали, что и рабочим пирожочков горячих. Они у нас любят. Но дождь пошел, они уехали. Ну ничего, мы сейчас все равно пожарим. Да, Гаячка? Гаячка любит пирожочки, да? Он не балуется, он хороший мальчик, да? Так, иногда бывает, проскакивает. Ну, ничего страшного в этом нету. Бывает со всеми. Бабушка салатик сделала сама, да? Говорится, сам им, сам... Сама пошутила, сама посмеялась. Гаячка, скажи всем привет. Пирожочки у нас сегодня будет картошка с капустой. Мы с мамой будем лепить. Мама лепит, я буду жарить. Мама мне помогает, потому что мне сейчас очень тяжело. У меня и строители, у меня и заказы, и надо посылки собираю, в общем, и в огороде все надо собрать, довести до ума. В общем, мне пока очень тяжело, очень. Поэтому мама мне помогает. Без нее мне очень тяжело, очень. Так, тут у меня жарится лук на вареники. Варится картошка. Видите, вот эта сковородка какая хорошая. Она у нас на все случаи жизни. Она компактная, широкая. Мне и сварить и картошку, и пожарить картошку, и плов, и жаркое, все что угодно. Но вообще отличная вещь. Отлично. А сковородочка вот эта, она у меня как бы старовата, но я ее использую именно для этого. Для зажарок, для всего такого, для пирожков, вот, да, вот. Вот в такой я пирожки не жарю уже, да? То вот в таких. Она уже зажаренная, такая у меня, как бы. Ой, ух. Анжелика что, тоже, да, лепит? А? Да. Же покажи, как ты фирменно делаешь этот трюк с мукой. А? Я просто так ничего не делаю. А? Я просто так ничего не делаю. Ну а что нужно сделать, что ты сделала? Что? Заплатить что? А? Заплатить. Ну, мы готовы заплатить. Сколько? А? Ну, не на камеру же буду озвучить эту сумму страшную. Софиша! Ты руку пониже опускай, а то плохо видно на камере. Тут собрались шеф-повара. Да, Софиш? Я выключила. Сейчас я уже водичку солю и... Мали его. Ляг, дахла? Софишка, всем привет. М? У нас прям холодно, как осенью, реально. Дождь идет, да? Не балуйтесь. Так, у нас прямым ходом идет лепка. Лепим вареники. Анжела, пока гайтал и поднос. Очень лепить наш гайтал. Гайтал. Это у нас уже второй поднос. Один большой уже в морозилке.
А? Часа. Какая каталка это хорошая. Ой, вообще супер. Супер. Матаня говорила сама, что не так, а сама так. Я все делаю правильно. А суаля гдичан хаялан. Говорила. А что, София сняла носки? Зачем? Ты что, мокрые носки? Никто не снимает никакие носки. Вы что? Да, все правильно. Опять комары покусали. А вы что, балуетесь, да? Видите, Гаметик, Анжела? Уже налепили, что места нету в морозильнике их слаживать. И розовый поднос сядь под посудой, и гаец в их солнце, дук метик занимать. Просто вытри сухой тряпкой. И всё. Детки пирожочки кушают, да, у Софишки носки грязные, потому что Софишка намочила все носки, а в дом еще заходить нам некогда, поэтому Софишка сидит в разных носках. Да? Гаяк, не хилая у тебя пышка. Ой, блин, горелые. Все, убрали отсюда посуду, прям место свободно. Надо туда, может, цветы нужно поставить в угол. Жо, ты тогда как это, рукой так. Окшал ща. Окшал ждаю. А тут назад не поставила голубцы? Да, поставишь? Может, их тут там нету места. Ну, ты гади таешь. А что вот это вот налито? Не знаю. Что-то разлилось, наверное. Что там было залито? Гаячка, ты там что кушаешь? Кушаешь, да? А я съела. А кто подушку кинул Куда? на пол? Это я. Вареники украинские, да? Мощные. Разве это мощные? А маленькие. Куда там муха взялась? Зачем? Гаяк, сделай тише, пожалуйста. Ира, добрый день еще раз. Вот мама Танюша лепит варенички. Натали должна приехать. Танюш, поздоровайся. Вот мне внучок чай налил, принес бабушке. А икру красную ты ничего не подал. Давай сюда икру. Бабушка икру в студию. Бабушка. Друзья, мы приехали в шашлычную. Отправляли сегодня много посылок на Казахстан, Узбекистан, там в разные места. Вот, приехали сейчас покушать. Это мои любимые грибочки. Как я их люблю, сейчас шашлык нам принесут. Как всегда, грушевый лимонад. Без этого лучок вот такой аппетитный. Уксус. Сейчас я полю это уксусом все. Ждем мяско. Сегодня целый день работали. Анжела в школу на работу ушла. Я пока под навесом там уборку делала, кушать готовила. Вот. Потом собирали посылки, пока в доме поубирала. В общем, дождались Анжелу. У нас и на почте дома отправлялись. Ну, сведено. И сейчас в город приехали. И тоже
оформить нужно. Кое-что отправили, кое-что еще надо отправить. Ну, в общем, здесь такая комнатка классная вообще. В кабинках чисто везде. На этой стороне кабинки для некурящих, на другой кабинке для курящих. Ну, есть же, которые курят. Вот. Уютно, красиво. Сейчас на улице вам покажу немножко. Ну, в принципе, мы здесь бывали, но шашлыки нам уже жарятся. Вот тут мы всегда кушаем шашлык. Очень-очень вкусно. Здесь, кстати, цветочки посадили красивые. Раньше их здесь не было. В общем, эта сторона для некурящих, другая сторона для курящих. Вот там, ну, в общем, все условия созданы для людей. Покажу вам печку, где жарится шашлык. Сюда, сюда. Как думаешь? Сюда, сюда. Ну, обратно. Сюда я был, да. А? Eşkı, buradan mı? Evet. Yapıyorum. Als Champion schon im Google? Nein. So wie du, schwarz, kein Salat. Ha, şeyi boz ya. Hadi iş yok. Evet. Aynen. Ya, Was? Was nennt ihr das? Мы в первой. Девочки, моем морозильник. Пола стираем. Видите, от паласа. Это не грязь, это песок, что ли, сходит с него. Сейчас Анжела чисто полы помоет здесь. Сегодня санитарный день. Заморозку все достала. Сейчас все буду слаживать на места. С уксусом мою. Тут все черное становится. Но, видимо, то ли от влаги. Сейчас все вымою здесь. Девочки, ну, как и говорила вам. Ну, стол пока сюда поставила, просто Анжела там помыла полы. Этот палас мы не постирали, тот, потому что он был немножко грязный. Мы это, знаете, у нас котов
Кстати, это тоже постирали на кресле, на диваннике. Я их стираю в неделю 2 раза, можно сказать. Потому что иногда коты поднимались. Ну, сейчас-то реже буду. У нас остался 1 котик. А тех родственники мужа туда в село, когда мы ездили, мы отвезли. У них там коровы, сметана, молоко, в общем. Так, девочки, в общем, я Висхан собрал малину. Мы тоже с утра работали в огороде, рвали траву. Ну, не знаю, этот ролик вперед выйдет или позже, но, в общем, покажу вам. Что я хотела сказать. Палас постирали, он пока сушится. Эти тоже дивандейки сушатся. Значит, сейчас какой вариант? Морозильная камера, она здесь, когда стояла, вот здесь, то тут попадает дождь иногда, и она вымазывается. За счет этого меня это все, естественно, очень и очень бесило. Понимаете? Очень и очень. Поэтому я ее сегодня что сделала? Вынесла на траву. Все оттуда достала. Ну, вы видели, она стояла. Все достала. Тщательно ее вымыла внутри и поставила туда. Потому что сейчас уже осень, оно задождится. В принципе, можно было сразу поставить. Но там дождей не было редко. Сейчас дожди будут часто идти, будут брызгаться от дождя. И, ну, они же имеют свойство ржаветь. Дивандейки постирали, диваны пока поставили там тоже. Почему убрали? Потому что дождь идет и может капать там. Поэтому так-то было красиво, когда там диваны стояли, но. Анжелика сейчас вымыла полы, у нее тоже сегодня выходной, сегодня воскресенье. Я не знаю, когда вы этот ролик будете смотреть, но сегодня воскресенье. Здесь тоже как его, вымыла я. Тут тоже я вымыла. Ну, тут у меня что, голубцы, перец, и в том холодильнике еще малину вот собрала в 2 ведерках. Малина, это я буду варенье собираю, потом массово буду варить варенье. Вымыла морозильную камеру, все уже послаживала, даже успела заморозиться уже. Ну, в общем, тут все идеально, я вымыла. Это я накрываю, чтобы бывает что-то поставим, чтобы не царапалось. Ну, а тут палас высохнет, потом тогда постелим. Кресла все отнесли на траву. Анжела все их щеткой, тряпкой попротирала, почистила. Паутину, если где что было, везде все убрали. Ну, в общем, девочки, ну вот такой вот вариант. Морозилку там оставить выхода нет. Из-за дождей. Потому что начинаются дожди, а мы здесь будем еще до октября. Еще и закрутки, мокрутки, томаты, помидоры, еще много чего. И просто там будет оно меня брызгать, понимаете? Но эти кресла потом как-нибудь расставим. Это пока еще не конец. Еще нужно палас будет постелить. Как-то еще сделаем, да? Вот. Ну, а тут я сейчас мою посуду, навожу порядок. Уже вот это вот все перемыла. Сейчас все послажу по местам. Суп сегодня тоже сварила. Этот чечевичный с мясом. Ну, в общем, мы покушали, я все помыла, печку помыла. Сейчас закончу тут немножко. Девочки, сегодня приехала за заказами. Сегодня пятница оказалась, что-то не все магазины открыты. Я даже не знала. Русбанде сегодня. Ну, да, может, после обеда и будут. Мне там еще заказали, нужно скупиться. Вот это дело я пришла, для одной женщины снимаю. Сейчас она тут заказала у меня вот этот набор белый. Кстати, я тогда вам снимала его. Здесь и сковородка, видите? Чайник большой, чайник маленький, сотейник. И вот кастрюли. Там 6 литров, 4 литра. Ну, в общем, вот так вот по очереди. Но я в тот раз, когда была, я не видела, что есть к нему, оказывается, еще мантоварка. И мантоварка еще какая шикарная. Сейчас вам тоже покажу ее. Девочки, смотрите, вот такая вот мощнейшая, огромная мантоварка. Вот если до сих пор я продавала светлые наборы, да, вот такого цвета, да, и там, ну, кастрюля нижняя, ведь нижний слой, его можно использовать как кастрюлю, правильно? То есть крышка снимается с верхней части, накрывается кастрюля, это можно, убираются вот эти вот слои, и можно использовать как кастрюлю. То вот на этих мантоварках здесь огромная кастрюля, 9 литров, нижняя кастрюля. Это просто, представьте, 9 литров, огромнейшая. Тут на целую свадьбу можно готовить, да. То есть, когда ты хочешь, ты используешь как мантоварку ее. Это минажница, да, деревянная.
Какая красивая, да, девочка, деревянная минажница. Ничего лишнего, мне нравятся такие вещи. Мне уже как бы золото, все это как бы надоело. Вот эти сковородки, я от них без ума. Вот эти турецкие сковородки, девочки, это что-то. Вот на завтрак жарить яичницу и ставится она на стол прям посреди стола, и можно кушать. Разные размеры совершенно здесь. Большие, маленькие, но они просто шикарные. Очень красиво это смотрится на столе. Во всех турецких фильмах это показывают. Ну просто шик и блеск. Это ручная работа, девочки. Супер, правда? Яичница так красиво на столе смотрится. Девочки, ну вот так вот она выглядит. Это мантоварка, посмотрите. Она прям огромная. Вот такая вот огромная. Посмотрите, вот здесь вот крышка. Вот столько слоев. Ручки такие красивые. Прям не золотисто, вот как бы под серебром. Мне нравится вот этот момент очень. Красивая очень мантоварка. Я влюбилась в эту посуду, девочки. Вот такие вот огромные, какие кастрюли есть. Посмотрите. Девочки, мантоварки, видите, какие цвета. Под любую посуду. И розовая посуда есть. Розовая и мантоварка. У них, представьте, 9 литров. Это можно использовать как и кастрюлю даже. Ну вот это вообще красавица. На белой кухне нужно иметь только такую посуду. Это такая нужная вещь в доме. Эти наборы можно купить. Можно сделать из них набор, да? Это все как бы поштучно продается, но здесь все есть. Можно собрать под цвет все вот это вот. И горка, и соль, перец, вот это все можно собрать и сделать это набор. Ну, шикарный, правда, для использования. Просто классный. Вот такие вот есть, девочки. Тоже шикарные наборы.
общем, вот такие мне нравятся. Типа как Галине я отправляла. Типа вот такие. Потом вот с розочками. Чисто белый. Кастрюли можно подобрать под них. Какие будут угодно. Там сервизы, каких только нету. Шикарные, девочки. Все такое шикарное. Просто супер класс. Под галушницу можно вот это вот все подобрать. Ну, все очень-очень-очень красивое. Вот такие кружки очень красивые. Вот эта вот посуда вся. Вот белая. Тут все есть. Ну, в наборе. Все. И, кстати, хотела еще одну посуду вам показать. Вот это вот тоже классная вещь. Сейчас, секундочку. Девочки, мои хорошие. Вот такая вот посуда, видите, с рисунком. Вот это все ходовое оно. Вот это все можно заказать по сколько-то штук. Вот у нее 3 разных цвета. Видите, это как у меня набор. Это вот чисто розовый. А это вот с рисунком розовый и синий тоже. Здесь 89 предметов. Такая вот шикарная посуда, девочки. Вообще шик и блеск. На всю жизнь хватит. Вот такая есть. Вот такая есть. Еще вот такая бывает эта посуда. Вот такая вот расцветка, видите? Как вот у меня, только вот такая вот. Какая прекрасная, да? 98 предметов на 12 персон. Написано. Какая нежность. Тоже недорогой набор. 80 предметов, 12 персон. Шутить надумала, юмористка. Аллах, Аллах, Хадже. Вот эти нежно-голубые, темно-синие, фиолетовые, зеленые.
Вместе с кувшинами бывает. Можно с такими кувшинами прям заказывать, видите? Это что зеленые цвета и желтые, нежно-голубые, ну, темно-синие. У них разные бывают. И вот такие вот бокалы.